Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Пшара. Президент Аслан Бжания провел совещание с членами правительства, главами администрации городов и районов, представителями РУП «Черноморэнерго», Генеральной прокуратуры и МВД. Обсуждались вопросы противодействия незаконной деятельности фирм по добыче криптовалюты и эпидемиологическая обстановка в стране. Аслан Бжания отметил, что по информации, которую он получает, вновь наблюдается увеличение объема потребления электроэнергии. С учетом объема перетока электроэнергии из России, который получает республика, в этом месяце суточный объем потребления не должен превышать 8,3 миллиона киловатт, подчеркнул президент. Глава государства еще раз предупредил должностных лиц о персональной ответственности в случае невыполнения поручений. Аслан Бжания подчеркнул, что не намерен впредь проводить такие большие совещания по этой теме и будет принимать решения на основании полученной информации об объемах потребления электроэнергии. На заседании министр здравоохранения Тамас Цахнакия представил данные об эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, благодаря принятым ограничительным мерам наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба доложил, что уровень подготовки дошкольных учреждений и школ к возобновлению учебного процесса достаточно высокий. Аслан Бжания поручил членам правительства, руководителям госкомпаний и других служб взять шефство над школами на период пандемии. Обозначу одну инициативу, и правительству эту инициативу надо будет реализовать. В течение 2 суток обеспечите выполнение следующего поручения. Министры, вице-премьеры, главы государственных комитетов, руководители служб берут шефство над школами. Там кто-то выбирает Тамышскую школу, кто-то Кутольскую. И ездят и смотрят, убеждаются сами в наличии в школах всего необходимого. Я думаю, что нам надо будет в таком режиме поработать несколько месяцев, не более того. Как только проблема борьбы с пандемией будет решена, мы эту работу можем свернуть. Речь не идет о том, что он должен материально помогать. Нет. Речь идет о том, что министр находит время, приезжает в эту школу, в 2 недели 1 раз как минимум, сам убеждается лично в том, как обстоят дела в школе в плане соблюдения ограничительных мер. Указом Аслана Бжания за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения почетное звание «Заслуженный учитель Абхазии» присвоено заместителю заведующего Гудаутским районным отделом образования Светлане Айба, заместителю директора по учебной части начальных классов Горской средней школы номер 10 Риме Логуа, заведующей дошкольного учреждения АСПА поселка Бзып Тагагарского района Марине Пабба. На основании плана основных мероприятий подготовки войск Министерства обороны Абхазии для определения их боевой и мобилизационной готовности, уровня подготовки и состояния воинской дисциплины с 16 по 25 февраля министр обороны Владимир Ануа проводит проверку воинских частей и подразделений. Цель инспектирования – ознакомление с обустройством военных городков, жизнью и бытом военнослужащих, проверка состояния боевой готовности воинских частей и подразделений, оказание помощи командирам воинских частей в организации повседневной жизнедеятельности, повышение уровня боевой готовности войск. К проверке привлекаются заместители министра обороны, начальники управления отделов и служб Минобороны и Генерального штаба. Цель проверки данного подразделения – это изучение вопросов размещения батальона, пункта послания дислокации 1-го батальона, организация боевой и морально-психологической подготовки. В течение года проводится 2 раза по подготовке управления частей, проводится командно-штабные мобилизационные учения 2 раза, командно-штабные мобилизационные тренировки проводятся 2 раза, командно-штабные учения, командно-штабные тренировки по 1 разу. И ради тренировки с командирами всех степеней проводится 8 раз в соответствии с утвержденным планом. Проводятся командирские занятия с офицерами, проводятся у нас 2 раза в месяц по категориям. Проводится слаживание подразделений, это и отделение, взвод, рота, ротные тактические учения с боевой стрельбой, ротные тактические учения без боевой стрельбы. Проводятся тактические учения с боевой стрельбой с артиллерийскими подразделениями
Также проводятся тактические учения с авиационной группой. Также у нас проводятся полевые выходы артиллерийских подразделений 2 раза в учебном году. Также 2 раза в году проходит у нас полевой выход разведывательные подразделения наших вооруженных сил. По справкам, если посмотреть, у нас все запланированные мероприятия по боевой подготовке выполняются, срывов нет. Для этого есть все соответствующие командиры, подготовленные командиры, которые повышают свой уровень. Это для проведения занятия качественно проводить боевую подготовку. Проводится в течение года 12 соревнований в соответствии с утвержденным планом. Эти соревнования могут быть различного направления, и метание гранат, это стрельба из автомата Калашникова, соревнования недавно мы проводили на участке стрельбы в населенном пункте Нижняя Шера. Проводится бег, подтяги на перекладине и другие мероприятия. Также у нас проводится и по огневой подготовке. Все те запланированные мероприятия на 2021 год будут выполнены в полном объеме, срывов нет. В Сухумском городском суде под председательством судьи Екатерины Тыркба 15 февраля начались слушания по рассмотрению жалобы заместителя главного врача республиканской больницы Георгия Вооба на действия Генпрокуратуры. Сторона защиты не согласна с решением Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении Георгия Вооба от 9 февраля 2021 года. 16 февраля слушания продолжились. Адвокаты Марина Таня и Тея Чагунава ходатайствовали о приобщении к делу дополнительных материалов. В частности, попросили суд огласить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в отношении главврача республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Вооба 26 июля 2020 года. Представление Генпрокуратуры, направленное в Министерство здравоохранения, а также новое решение прокуратуры об отмене предыдущего постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о возвращении материалов для дополнительной проверки от 1 февраля 2021 года. Все эти ходатайства защиты суд удовлетворил, несмотря на то, что прокурор Тамила Бигвава просила суд не оглашать последний документ, так как, по ее словам, могут быть обнародованы тайны следствия. Затем суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения до пятницы 19 февраля. По решению Сухумского городского суда от 11 августа 2017 года судебными приставами были выселены жильцы домовладения, расположенного по проспекту Аяйра, 91. Взыскателем является Афина Феофилова, должником Лолита Халваш. Ясмагул Ланзе расскажет подробности. Дом, расположенный по адресу проспекта Аяйра, 91, на протяжении многих лет является причиной судебных тяжб между семьей Джопо и гражданкой России Афиной Феофиловой, законной владелицей недвижимости. С 1994 года Афина Феофилова проживает за пределами Абхазии. По ее словам, будучи в дружеских отношениях с семьей Джопо, в 2003 году она разрешила им временно пожить в своем доме. С того момента прошло более 15 лет. В 2017 году в результате судебных слушаний было вынесено решение об освобождении домовладения. Один раз исполнение решения суда переносилось, так как в доме проживала тяжело больная пожилая мама Анатолия Джопуа. Поскольку люди, которые здесь находились, не захотели добровольно покинуть этот дом и вынести свою мебель, пришлось применить вот такие крайние методы, как выселение, обратиться в службу судебных исполнителей, передать им все судебные решения в пользу моей доверительницы. Ну и вот такая ситуация, которую вы сегодня можете наблюдать. Скажите, крайне значит, неприятно. Собственница дома Феофилова? Феофилова Афина Георгиевна, да. Довоенный собственник, гречанка. Она находится в городе Москва, да. В этом доме проживала семья Джопо. Насколько мне известно, они находились в дружественных, в родственных даже отношениях. Кто-то кого-то крестил вот на таком уровне. Да, ну и, видимо, в результате споров, конфликтов у них сложились вот такие неразрешимые противоречия, которые вынудили нас использовать вот такие крайние меры.
В какой момент и как именно возникли противоречия между сторонами – дело сугубо семейное. Но в результате споров и возникла многолетняя судебная тяжба. Они судились много лет, да, претендовали на данное домовладение, но это нам говорит о том, что они притязали на это, да, имущество. Соответственно, она хотела в законном порядке. Да, не хотела никаких скандалов, не хотела вероломно вторгаться в это жилище. Она хотела в законном порядке вернуть себе свою недвижимость. Насколько мне известно, изначально ими была передана часть суммы. Тогда просто не было ее представителем, но, ознакомившись с документами, была передана часть суммы. Они пытались выкупить этот дом, но остальную часть они не додали. То есть было заключено мировое соглашение с условием того, что остальная часть суммы будет передана ей, в результате чего это имущество отчуждается и они становятся собственниками. Но условия этого мирового договора не были выполнены. По словам членов семьи Джопу, Афина Феофилова, воспользовавшись ситуацией, поступила нечестно. Взяла деньги за сделку и не вернула их. Более того, заявила, что это была арендная плата за дом. Передал мой отец уже ей 25 тысяч евро, по-моему. Да. Она в Москве это было передано. Она не нотариально. Они оба подписали соглашение о намерениях. И оставшиеся 75 тысяч евро будут отданы в течение года, по-моему. Но мы не смогли достать сумму. Сказали, не получается, верни нам наши деньги. Она сказала, нет, эта сумма сгорает. То есть как-то и на сегодняшний момент у моего отца нет имущества, куда переходить, так как отец и мать находятся в разводе. Это его деньги были, его дом был. Теперь на сегодняшний момент ему некуда вообще идти. И эти деньги нам не возвращаются ей. То есть не по-человечески с нами поступили, и очень некрасиво. Ее гражданство аннулировано. Она не гражданка Абхазии, а гражданка России и Греции. Ответчиком по данному делу выступает бывшая супруга Анатолия Джопу Лолита Халваш. Во время выселения она не присутствовала, так как по свидетельству родственников находится на лечении в больнице. По словам племянника Анатолия Джопу Алмаса, в связи с этим фактом исполнение судебного решения незаконно. При этом, как отметил адвокат Нино Курсая, медицинские документы, подтверждающие состояние больной, предоставлены не были. Между тем, как говорят судебные исполнители, они не раз предупреждали ответчицу о том, что намерены исполнить решение суда. По решению Сухумского городского суда от 11.08.17 года выдан был в службу судебных приставов исполнительный лист, в котором было сказано обязать покинуть жилое помещение, то есть домовладение. Все имущество будет храниться в данной комнате, все имущество описано по завершению нашей работы, поменен замок и передано на хранение адвокату по доверенности. При выселении жильцов сотрудникам правоохранительных органов сопротивления оказано не было. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Сухумского районного суда «1 единица». Прием заявлений осуществляется в помещении Министерства юстиции с 17 февраля по 3 марта включительно. Решением экзаменационной комиссии судей Республики Абхазия проведение квалификационного экзамена на должность судьи назначено на 14 апреля 2021 года в 11 часов в здании Верховного суда. Граждане, желающие сдать квалификационный экзамен, могут подать соответствующее заявление в экзаменационную комиссию судей Республики Абхазия. По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону 776 77 55. Вице-премьер-министр экономики Кристина Узган совершила рабочую поездку в Ткварчалский район вместе с главой администрации Ткварчалского района Исидором Дочи, начальником УКС Тимуром Агрба и главврачом Ткварчалской ЦРБ Лали Гаргулия. Кристина Узган осмотрела строящиеся корпуса Центральной районной больницы. По итогам инспекции вице-премьер отметила, что строительство объекта подходит к концу. Через 2 недели все работы в основном корпусе лечебного учреждения будут завершены.
Этот объект мы посещаем часто, потому что проблемный объект. Сейчас он уже находится фактически на завершающей стадии. Основные виды дополнительных работ, которые мы планировали, тоже сейчас в активной фазе. Тоже надеемся, что будут быстро завершены. А работы по основному корпусу, как вы видели, тоже фактически на завершающей стадии. Мы ожидаем, что через 2 недели основной корпус будет практически завершен. Мебель завезена, оборудование тоже частично. Уже идет установка в корпусе поликлиники. Значит, соответственно, далее будет устанавливаться все здесь. Мы, конечно, рассчитываем на то, что темпы строительных работ, которые ведутся на объекте, не будут снижаться. Сейчас, конечно, немножко погода мешает, потому что здесь очень много работ на улице по благоустройству, забору и так далее. Но, тем не менее, работы ведутся. На объекте порядка 40 человек задействовано. Сейчас данное указание немножко увеличить по дополнительному корпусу. В целом, на данном этапе сегодня могу сказать, что я удовлетворена результатами. Конечно, хочу, чтобы темпы не сбавляли, будем контролировать. Надеюсь, через 2 недели успею посетить объект, чтобы посмотреть, выдержали ли те сроки, о которых мы сегодня договаривались. В целом, пока все идет по плану. Представительство Абхазии в ФРГ организовало гуманитарную акцию по оказанию помощи нашей стране в борьбе с коронавирусной инфекцией. На призыв помочь Абхазии откликнулись представители диаспор Германии, Бельгии, Голландии и Турции. Как сообщила полномочный представитель МИД Абхазии в ФРГ Хибла Амичба, на первом этапе было решено оказать адресную помощь Сухумской инфекционной больнице. В медучреждении уже доставлена часть гуманитарного груза, оборудование для лаборатории. В ближайшее время должны поступить функциональные кровати. Отметив значимость данной гуманитарной акции, Хибла Амичба выразила благодарность всем, кто принял в ней участие. От имени представительства Республики Абхазия в ФРГ выражаем благодарность нашей диаспоре, прежде всего диаспоре Германии, а также близлежащих стран, всем друзьям Абхазии, которые откликнулись на предложение оказать посильную помощь соотечественникам на родине в связи с сегодняшней непростой ситуацией с коронавирусом. Мы обратились с этой идеей к представителям диаспоры, которые тут же поддержали ее. Руководитель культурного центра города Мюнхен-Гладбах Юсуф Мукба и его супруга очень помогли организационно. Мы все вместе распространили информацию со слоганом «Протяни руку Абхазии». Совместно было решено на данном этапе оказать поддержку столице Абхазии, а именно Сухумской инфекционной больнице. Хочу выразить огромную благодарность представительству Абхазии в ФРГ и лично Хибле Амичба, также нашим соотечественникам, проживающим в Германии, в ближайших странах, за оказанную нам помощь и поддержку. Благодаря им было приобретено лабораторное оборудование и реанимационные кровати, в том числе коагулометр, лабораторные реактивы, благодаря чему, несомненно, улучшилось качество оказываемой помощи больным. Спасибо вам большое. Гуманитарную помощь, а именно 3000 литров бутилированной воды, передали Сухумской инфекционной больнице и депутаты Сухумского городского собрания. Это не первая подобная акция депутатов, которые намерены и в дальнейшем помогать в борьбе с коронавирусной инфекцией. Еще в ноябре прошлого года руководство сотового оператора «Мобайл» подарило городской поликлинике номер 3 аппарат для внутривенного лазерного облучения крови ВЛОГ. Лазерная терапия помогает реабилитации организма, ослабленного после перенесенной инфекции, в том числе коронавирусной. Пока что этой процедурой воспользовалось не очень много людей, хотя терапия бесплатна и доступна всем гражданам Абхазии. Репортаж Сарии Кварцхелия. Даже после легкой формы COVID-19 восстановление может затянуться. К слабости и одышке нередко добавляются нарушения пищеварения, выпадение волос, проблемы с кожей, бессонница и чувство тревоги. Врачи считают, что организм должен восстановиться сам через 2-3 месяца. Но так происходит не всегда. ВЛОГ – современный метод лазерного очищения крови, который позволяет улучшить состояние здоровья, повысить иммунитет и устранить различные воспалительные процессы. Кроме того, лазерная терапия может помочь организму, ослабленному после перенесенной коронавирусной инфекции. Ограничением может быть тяжелое состояние больного при ковиде, когда он переболел тяжело, и при этом заболевании назначались многие препараты, в том числе антикоагулянты или препараты, которые воздействуют на систему крови. Дело в том, что ВЛОГ – это аппарат, который
так и называется, внутривенное лазерное облучение крови. То есть это воздействие на кровь, улучшением, при этом улучшается там оксигенация, поступление кислорода к клеткам и тканям. Но мы должны быть уверены, что эта система крови может все это воспринимать. Больным, переболевшим ковид, мы предлагаем сделать анализ крови, или это анализ крови, который был сделан недавно при выписке из стационара или после амбулаторного лечения. Больной приходит в нашу поликлинику, осматривается врачом. Сейчас как никогда актуальна процедура ВЛОГ. Связана она не только с коронавирусом, который еще не прекратил хождение по нашей стране, но и с другими вирусными заболеваниями. В целом, лазерное очищение крови зарекомендовало себя как безопасная и эффективная методика. Однако у ВЛОГ есть противопоказания. При некоторых патологиях процедуру проводить нельзя. Противопоказания – это препараты, которые иногда назначаются больным после ковида на длительное время, особенно если это были больные с ишемической болезнью сердца, с гипертензией, если у них были осложнения после ковида в виде пневмонии, тогда многим препаратам назначаются антикоагулянты. И прием антикоагулянтов является противопоказанием для этого лечения. Женщины не должны иметь каких-то гинекологических противопоказаний. Это онкология. Все, что противопоказано при физиотерапии, противопоказано и при ВЛОГ. Лазерная терапия доступна не только пациентам третьей поликлиники, но и всем гражданам Абхазии. Реабилитация на аппарате ВЛОГ для переболевших ковид проводится бесплатно. Время указывается вот. Время зависит тоже от того, как врач назначит. Вот, например, 10-15 минут здесь указывается. Потом частота волны здесь тоже указывается. Дальше, значит, это делается внутривенно. Вот, ввожу иголку. Она подключается к тому выходу. Она идет сюда, потому что я уже здесь настраиваю частоту волны. Время указывается здесь. И все, моя задача просто попасть в вену, вот, подключить этот инфракрасный луч, и все, нажимаю старт, больше ничего. И пациентом сижу, просто наблюдаю, как его состояние. Интенсивная реабилитация после коронавируса необходима каждому переболевшему, вне зависимости от степени тяжести заболевания. Пациенты же, которые перенесли среднетяжелую и тяжелую формы пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации. Сария Кварацхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. МЧС Абхазии предупреждает о существенном ухудшении погоды. С 16 по 21 февраля на территории республики ожидается сильный дождь, переходящий в дождь со снегом, снег. Суточная температура воздуха по прогнозам опустится до 2-5 градусов мороза. На дорогах видимость ограниченная, возможен туман, гололед. В связи со сложными метеорологическими условиями управление ГАИ МВД рекомендует всем водителям быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. ГАИ республики призывает всех участников дорожного движения по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. В завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду, 17 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь со снегом, местами снег. Температура воздуха ночью -1, днем 0,5 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.